Очередной выходной день и временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров в очередной рабочей поездке. На этот раз по Бураевскому району. Бураевский район расположен на северо-западе Башкортостана, в 152 километрах от Уфы. Относится он к северной лесостепной зоне. Едем в деревню Шуниково на овцеводческую ферму. Это вот ваше, по сути, такое семейное, да? Да. Мне глава сейчас рассказывает, что вы на пустом месте вот это все создали, да? Да. Мы начали в 2010 году, начали с 15 голов. 15 голов. Развиваться думаете дальше, да? Обязательно. Чем помочь можно? Поголовье? Поголовье. Покажете что-нибудь? Конечно, конечно. Это наше сердце, нашей базы. Это самое главное, да? Самое получается? главное. У нас романовская порода, она полистричная, многоплодная. За один охот приносит 3-4 ягненка, 2 одного. Вот. Например, в среднем она где-то будет 1,5 года, вот 3 ягненка у меня. Хозяйство состоит в таможенном союзе наше. В основном у нас закупает Казахстан, Кыргызстан. Вот в прошлом году и в этом году Узбекистан были уже представители с Узбекистана. Но у нас не хватает помещений. Хотелось бы построить более современные помещения и увеличить поголовье. Ну вы, получается, только племенное, да? Да, Вот вы у нас- держите это, то есть вы только там мясного не держите, это только племенное. Только племенное у нас, да. Хорошо, спасибо. Давненько мы не были на таком предприятии. Да, давненько, да. Но тема сельского хозяйства для республики очень актуальна, ведь Ключевое. Это условия выживания нашего села и, соответственно, выживания людей. ну, тут Ага, куда идем? Пойдемте. особенность сельского хозяйства в том, что нужно субсидировать, чтобы был Обязательно, результат, а результат обязательно. будет не очень быстро. Ну, будем субсидировать. Мы каждым годом увеличиваем наше участие в развитии агропромышленного производства. С каждым годом. И на этот год мы увеличиваем наши вложения. Это же, во-первых, помимо того, что это экономика, это еще очень важное социальное значение имеет. Едем в Шабаевскую общеобразовательную школу. Она находится в одном здании с фельдшерско-акушерским пунктом и детским домом. Вот этот спортзал, он в таком состоянии, но сейчас посмотрели, принадлежит школе. Мы хотим его передать, может быть, детскому дому на безвозмездное пользование. И через уже Минобр хотим его отремонтировать. Наверное, в этом году отремонтируем по программе. Косметический, да. Учителей все, комплект у вас? Да, комплект 9 учителей. Куда Директор. поступают ваши дети? Или у вас до 9 класса? У нас 9 класс. После 9 класса училище. Нет, а вот после 9 класса, если кто хочет 10-11 в Бураево ездить? Да, да, Бураево. да, да. Школьный автобус, да? Да. Получается. Бураева ездил. Это не за нас вас случайно на работу? Нет, сегодня же у нас пока рабочий день в субботу. Но если перейдем на 5-дневку, как вам? Будет очень хорошо. Вообще меня Дополнительные некоторые учителя занятия. ругают. Некоторые учителя меня ругают. Вот мы и так не успеваем им дать. А я думаю, все равно лучше, пусть они 2 дня Лучше, дома да. с родителями побудут. Но мы договорились, что субботы должны быть заняты какими-то. Я поддерживаю, да. Очень хорошее решение. А то мне родители, знаете, как говорят, мы в субботу его, говорят, не видим, ну, сына. Да. Потому что он учится. Да. В воскресенье тоже не видим. Я говорю, почему не видите? Да потому что он говорит, в воскресенье сидит, голову не поднимая, готовит уроки на понедельник. Это, конечно, правильно, у нас очень образованные люди, и со школы очень образованные выходят, но хочется, чтобы они еще здоровыми и счастливыми вышли. Конечно, Спасибо главное большое. здоровье. Вы давно, наверное, работаете? С 98-го года. Математику. Я вот только переживаю, что вот проезжал по улице, проезжал, многие дома стоят. Вроде стоит, нормальный, хороший дом, но он весь снегом завален, явно не живут здесь. Не да? живут, Не да, живут. есть такие дома. Вот это самая большая наша беда, конечно. Ну, спасибо вам. Здесь у нас кабинет информатики. После уроков
Здравствуйте. Здесь детдомские дети тоже вот занимаются, сюда приходят. Это у нас вот Чулпан Радифовна, воспитатель, ведет кружок «Умелые руки». Дети с удовольствием занимаются, им интересно. И мы приготовили маленькие подарки. Лиза, пожалуйста, скажи, пожалуйста. Вы еще подарки приготовили? Да, подарки. Они знали. Подойди, пожалуйста. Да, подойди сюда. Ну, я прям сегодня целый день подарки. Да, да. Вы Радим Валерьевич. Ух ты, спасибо. Очень красиво. Очень красиво. Оно прекрасное. Да, Ребенок, да, она да. все умеет. У нее все хорошо получается. Правда? Она так, это называется сухой варенье из шерсти. Да, я знаю такое, да. Это очень долгий же труд, вот его надо как-то втирать, я смотрел. Это иголки. А, или это... иголки, Ага. Спасибо. И ладно. И Никите тоже. Ладно, давай, не как-то. Иван это нарисовал. Спасибо, молодец. Латыпов Никита. Да, да. Он у нас хорошо срисовывает. Ага. Хорошо срисовывает, у него хорошо получается. Ага, спасибо. Здравствуйте. Вы здесь, да? У нас такой маленький фаб. Вот, Это вот получается сразу сельский фаб. да, сельский фаб. Очень маленький, конечно, не соответствует требованиям. Но у вас что здесь вы можете? Обслуживание населения, Так. профосмотр детского населения. А вы сама местная? Да. А, местная. Здесь отучились? Нет, ну в смысле, мы переехали сюда, мы уже живем здесь год. Год. А сами с какого района? Из Буздякского района. А, вы Буздякская, здесь оказались? Я да? отучилась в Туймазинском колледже медицинском. Вам нравится вам здесь? Да. Вот глава вас должен поддерживать, и чтобы вы работали у нас здесь. Спасибо большое, вас очень нужно. Мы стараемся распределять детей по семейному принципу, по семейному типу. То есть не стараемся разделять родных, кровных, братьев, А есть такие, сестер. да, братья? Есть, да. Здесь воспитываются наши девочки. Разного возраста. Трое выпускниц из девочек. Да. А кто выпускница? Да, да. Уже вот 11 класс, что ли? Нет, 9 А, 9. И потом куда? Ну, в Благовещенске решила. А что там? Училище какое-то? Да, там и колледж есть. Какой? БМПК многопрофильный. А, вот так. Ну, а на кого по специальности? На технологию машиностроения хочу поступить. Хорошая профессия. Ну, готовится надо поступать. Учатся уже там. А, вы уже есть девочка? Да, учится. Да, наши, да. Ага. Ну, у вас какие-то отношения, да? Да, вот у нас служба работает после интернатного сопровождения, и мы 2 раза в год ездим, акт обследования делаем, как они живут, как учатся, вот так мы их навещаем. У нас работает кружок, вот как раз сейчас на кружке на 2-м этаже занимается, это совместно с нашими детьми, Чулпан Радифовна, руководитель. Все это они с интересом занимаются. Ну, вот ваши выпускники себя находят где-то потом? Да. А ну пойдем вручай иди. Давайте. А коньки-то у них есть, да? Коньки есть. Не с пустыми руками? Да, нельзя сюда приезжать с пустыми руками. И девчонкам у нас коньки. Где коньки у нас? А вы все на коньках стоите, да, получается? Хорошо играют. А каток вы заливаете, да? Ну вот сейчас единственное, наверное, чистите каждый день, да? Да, приготовили. Вот зима в Это этом тоже году. физкультура, конечно. Часть физкультуры. Пацаны сами чистят? Ну, хорошие. А коньки есть? Форма есть какая-то, да? Да, форма. А вы с кем играете? Между собой или там? Пацаны? Ну, что, побеждаете, а? Ну, да. 2 года вот Да. Кубок главы района выигрывали. 2 года подряд. Серьезно? По открытием команды водили. А, ну пацаны, наверное, покрепче вас стоят. Вот молодое поколение мы готовим. Тоже уже играют. Ну давайте, до завтра. Спасибо. Такие Спасибо большое, Держите, девочки. девчонки, коньки. Держите. Разделите, пожалуйста, Антон. Ральфович, а на какую помощь рассчитывает этот детский дом? А тут, знаете, какая? Ну, повседневная наша помощь в рамках бюджета. Здесь все хорошо. Материальная база хорошая, преподаватели есть. Самая лучшая помощь, чтобы детей меньше становилось в таких учреждениях, и все.
Больше никакой помощи не надо. Это да. Но это не всегда от нас зависит. Да, ну, значит... До свидания. До свидания. Спасибо большое. Бураевская центральная районная больница. Это следующий объект рабочей поездки Ради Хабирова по Бураевскому району. В ЦРБ работает 315 человек. При этом больница укомплектована кадрами всего на 2/3. Здесь нужны терапевт, хирург, фельдшеры и акушерки. Здесь на первом этаже у нас вспомогательные кабинеты, в основном это рентген, служба, УЗИ, потом скорая помощь, приемный покой. Здесь у нас на втором этаже, не будем им мешать, наверное, акушерское отделение. К сожалению, у нас беременных очень мало, на сегодняшний день буквально 55-56 человек беременных на весь район. Ну и койки, соответственно, поставить. Да, раздаемость падает. И коек тоже ограниченное количество коек. Здесь вот у нас на втором этаже хирургическое отделение. Вот у нас позах отделения Бахрутдинов Ленар Борисович, второй хирург, Эмир Фаитович, у меня здесь работает. Условия для работы прекрасные, очень хорошие, значит, операционные, со всеми удобствами. А дефицит есть хирурга? Дефицит есть. Сколько процентов положено? Один хирург. Одного не есть, хватает, да? Но не хватает еще двоих терапевтов, нужен лор-врач и анестезиолог-реаниматолог. Вот у нас он один единственный. На весь район, да? Да, на весь район. Вот хотелось бы, конечно, у вас попросить помощи, если это будет удобно. Потом, кстати, помочь ему с жильем. Он под программу попадает наша? К сожалению, он не попадает. Он целевик из соседнего района. Как целевик он миллион не смог получить. И вот почему не смог миллион получить? Целевикам миллион не дают. Да, сказали в министерстве. Да. Очень хороший специалист, золотые руки, и сам он хочет здесь оставаться. Вот если мы с жильем как-то ему сможем помочь, он будет рад здесь работать. Я женился. Все, семья есть у вас уже, да? Жена заканчивает Нефтекамский педагогический колледж, да, называется? Да. Вот учителем будет, мы обещаем ей работу, вот, жилье. А сейчас жилье снимаете, получается? Я снимаю. Да, жилье снимает. Больница оплачивает съем жилья. Пока вот такая давайте ситуация. мы вдвоем, на двоих это берем на себя, мы решим вопрос. Мы с главой там найдем возможность это решить. Мы решим вопрос, тогда я как поручение оформлю вам и себе, и буду помогать. Спасибо. Если не будет анестезиолога, вы что здесь делаете? Да. Лекарственное обеспечение, как у вас? Вот, в рамках ОМС тоже? Хорошее, все есть у вас? Да, все есть. А вот расходные материалы, бинты, я не знаю, маски, вот это все нам обеспечивается, да. Все в рамках ОМС. Здравствуйте. Здравствуйте. Побеспокоил вас? Как самочувствие? Хорошо. Вы после операции, да? Да. Ну как, нормально, удачно сделали? Нормально, удачно. Ну вот видите, тут вполне... Хорошие врачи, хорошие медсестры. Вы местная, да? Я приезжаю. А вы приезжая? Сын приехал в гости. И прихватила, да? Бывает такое. Питание нормальное? Хорошо. Нормально. Ну вам сейчас, наверное, аккуратно надо. А лекарства все у вас есть? Есть все. Надолго вас неделю, две или как? Ну пока вот третий день лежал. Третий день, да? Ну, выздоравливайте, пожалуйста. Сейчас у нас тепло. Спасибо большое. Там у нас отделение на 25 коек, тоже очень востребованные, но лежат не 25, гораздо больше каждый раз. Это там дневной стационар или тоже? Тут круглосуточный, вот сюда. Это вот у нас доктор здесь, там отделение. Сколько у вас лежат? 27 годин. 27 годин, да. Здесь какими заболеваниями у вас? Заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистыми, органов пищеварения, суставы. Желудочно-кишечный тракт, да. Терапевтическое отделение, да. Питание у вас как здесь осуществляется? Готовим сами.
Сами готовим, да. То есть аутсорсинг вы не пошли на него? Нет, пока, потому что консультировались с другими, которые пошли на это, тоже очень много проблем. А вот сами все-таки в ваших руках, ну, качество питания, Качество жалобы лучше. есть? Жалоб нету. Здесь этот переход, здесь тоже вошел, значит, и проектно-сметную документацию, меняем окна, меняем подоконники, потом все это покрасим, поэтому так глобально не делаем. Косметическое. Пока косметическое. Вот по переходам мы можем по всем отделениям пройтись, не выходя на улицу. Сейчас мы куда? Вот идем в поликлинику. Позвольте вопрос. Да. По целевому обучению сейчас же меняется подход к этой программе? Да, но вот депутаты наши в Госдуме обещают, что в эту сессию они примут закон, который более четко обозначит права и обязанности, чтобы все-таки после обучения выпускники отрабатывали в обязательном порядке. Но так обещают, я не знаю, какая судьба это. Регистратура. Вот это регистратура, да? Да, да. Как работает у вас запись, как осуществляется? Приходит пациент, записываем через автомат. Можем, да. А по телефону тоже можно? можно. Да? Есть возможность записаться, да? Или... Есть, да? Есть, да? Вот приехала бабушка, она не записалась. Дальше какие ваши действия? Через регистратуру напрямую можем записать. То есть напрямую? Да, напрямую, это тоже запускается. Но не отправляете ее обратно домой? Нет, конечно, нет. Вот больших очередей детские. Здесь и детская тоже, да? Или только нет, детская в другом здании. Но вот очереди есть? Очереди приемлемые, не такие большие. В течение дня могут человек может попасть. Да. Несколько часов ждать надо? Нет, буквально 2 часа, наверное. 2 часа, но все равно. Да. Это вот из-за нехватки специалистов, да? Да, бывает. Если даже 100% укомплектован, все равно кто-нибудь или на больничном, или на учебе, или в отпуске. Вот, в таких случаях немножко могут быть. Здесь у вас и актовый зал? Да, здесь актовый зал, прямо туда сейчас пойдем. Вы все просишь, что вы со мной? Все хотят. Все хотят вас увидеть. Никто не отказал, так не заставляли. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста. Я, честно вам слово скажу, я не виноват, что вас в субботу вытащили на работу. Во-первых, рад вас видеть, всех уважаемых наших дорогих врачей, фельдшеров, медсестер. Спасибо вам большое, что у нас есть, за ваш труд, очень тяжелый труд. Нам вас не хватает, с утра до вечера только тем занимаемся, чтобы укомплектовать штаты наши врачами, медиками. Поэтому я хотел сказать, что и в рамках национального проекта по здравоохранению, наверное, вы о нем уже знаете, да, какие задачи нам ставятся. Очень серьезные задачи ставятся по смертности, по рождаемости. Но прямое отношение к вам имеет, вы знаете, есть особые показатели по онкологии, по сердечно-сосудистым заболеваниям. Очень сложные задачи будут, поэтому очень надеюсь, что все вместе будем решать. Вы знаете, что мы по ряду программ, особенно для сельских районов, приняли дополнительное решение. Мы выделили 125 миллионов рублей, в бюджете заложили для улучшения жилищных условий врачей узких специальностей, поэтому если есть таковые и попадают под эту программу, заходите. Действует программа, соответственно, сельского врача тоже готовы поддерживать. Это пусть инициативу проявляет глава и ваш главный врач, мы поддержим. По развитию материальной базы, мы работаем, вся экономика нашей республики позволяет нам строить. В этом году мы 3 больших объекта сдаем в республике. Делайте предложения, где наиболее сложные у вас ситуации с ФАПами, мы готовы вас тоже в этом поддержать. По жилью я сказал, давайте мы, может быть, совместно с республикой построим какой-то один небольшой домик, на квартире 4, чтобы у вас была возможность там врачей поддержать. Вот такая история. И, собственно, спасибо, что вы так добросовестно работаете, помогаете. Вы знаете сейчас, наверное, что мы в республике действительно серьезное значение уделяем развитию здравоохранения. Каждую неделю, вы знаете, мы собираем здравчас, я его сам лично провожу. У нас все-таки количество обращений жителей на то, что врачей не хватает, на
непрофессиональное отношение врачей к ним, оно постепенно понижается. Мне кажется, вот наши усилия, чтобы мы все-таки профессионально, очень ответственно и по-человечески выполняли свой долг, а они немножко дают свои плоды уже. У меня просьба также вот к этому относиться. Спасибо еще раз вам большое. Доброго вам всем здоровья. Вот много таких объектов посетили, а каждый объект особенный, есть свое лицо, свои проблемы. Вот выводы какие в целом? Ну, в целом по Бураевскому району, вот посмотрите, ну, во-первых, здесь много было сделано до, построено новое здание больницы, оно в 2015 году, современное, хорошее. Есть необходимое оборудование. Это вот это здание? Нет, следующее, от которой мы заходили. Это старая часть, как раз о нем нужно думать, что делать. Вот коллеги обращаются по поводу косметического, ну, капитального ремонта. Вот, ну, проблемы, если проблемы, то они везде одни и те же. Это нехватка специалистов. Это нехватка специалистов и налаживание нормальной маршрутизации. Потому что все-таки нам немножко вот это вот мнение людей надо менять, что они хотят, чтобы роддом был в селе, роддом в нашем районе был. Но все это оптимизация ведь делается для того, чтобы все-таки самые лучшие условия, самых лучших врачей сосредоточить в одном месте. Здесь вот межмуниципальный центр находится, соответственно, в Бирске. И туда мы концентрируем наши самые и оборудование, сильные, и оборудование, и врачей, и вот это всю историю. Но вместе с тем женщины хотят рожать, понятно, и дома, как говорится, и стены помогают. Есть просто определенные виды лечения, которые необходимы на местах. Самые простые здесь, но все-таки рождение, то здесь только экстренное, рождение, тяжелый случай, это все в Бирск. Сейчас дороги все-таки мы строим, дороги мы чистим, транспорт сейчас стал другой, технику покупаем, поэтому надо у людей тоже ментальность менять. Но вместе с тем вы развиваете и ФАПы на местах это тоже? Это другое. Первичная медицинская помощь. Так и будет. Я же о чем говорю, что первичная медицинская помощь, диспансеризация, это здесь должно быть. А все серьезные случаи все-таки надо делать там, где концентрируются самые лучшие силы. Врачебные, медицинские, технологические и так далее. Это такой вот... комплексный, скажем так. Это такая концепция развития российского здравоохранения. Мне кажется, она справедлива. Спасибо.